Вот. Мне казалось, что поярче было. Да. Может, эта штука пориксывается, что она прям реально как будто до этого ярче намного была. Да. Но ее, видимо, не предполагают использовать на долгое время. Сейчас посмотрим, если что, придется включать. Да, она прям садится на глазах. Светильник поставим. Да, сейчас я поставлю. Так, время 58 минут. Еще 2 минуты у нас есть в запасе. Еще красота. Ага, Наш советский вариант. Можно включать эту штучку. Да, через глаза. Она для сета вообще как бы. Можно чуть-чуть покрутить. Так. Я почему-то не вижу, не отображается в этот раз только на... Вот они в чате, друзья, появились. Всем привет. Хайрлы кишлер. Хайрлы кишлер. Наконец-то мы с вами встретились, с кем-то в первый раз, с кем-то уже не в первый раз. Я тот самый человек, который вам писал в чат, который добавлял вас в чат, который агитировал вас. А сейчас я хочу представить педагога с огромнейшим просто стажем работы. 32, по-моему, года, да, Рушия? Да, 33 уже, наверное, 33 года. Рушия преподает татарский язык в школе, татароязычным и русскоязычным семьям. Теперь еще обучает, получается, родителей в татарских семьях, которые не говорят по-татарски дома. Нет, русскоязычные в основном. Русскоязычные, да. Да, которые хотят изучать и знать татарский язык, которые хотят общаться со своими друзьями, соседями и понять наш красивый татарский язык. Они записались на курсы, и в неделю 3 раза я провожу курсы для родителей. И туда и ходят с удовольствием учителя, которые тоже не знают татарского языка, которые вообще никогда не изучали. Поэтому хайрлы киш, баргызлада, хурматлы достар, біз сізні бүгін көруімізге бек шатпыз. Біз сізні сағынып күттік. Шулай ма, Дине? Дине белән бек сағынды. Кайчан башланыр икән бұл курслар дип. Минем бұл курсларны башлауымның теләге, максаты киләчәктә сез татар телен белеп үзегезнең туганнарыгыз белән, дусларыгыз белән матур татар телендә чын-чынлап татарча матур итеп, чыларны әйтеп, хәрефләрен әйтеп, матур-матур авазларыбызны әйтеп, татар моңын аңлап, киләчәктә үзегезнең балаларыгызга да, туганнарыгызга да татар телендә, туганнарыгыз белән татар телендә аралаша һәм сөйләшә белергә өйрәтү максаты. Сезләрем бик матур, айда рус теленә күчик. Рус теленә күчик, Хорошие наши, добрые наши друзья, решив изучать татарский язык, вы сделали правильно. Если вы даже никогда не знали, никогда не изучали татарский язык, мы с Диной подобрали такую программу, мы эту программу подобрали и для наших родителей, которые в школе ко мне ходят 3 раза в неделю, такую программу, которая, она плавно, очень плавно и легко дает возможность научиться разговаривать на татарском языке. Мы здесь будем с вами изучать сначала русские буквы. Мы с этими словами будем составлять маленькие словосочетания, и потом мы с ними будем составлять предложения, вы будете тексты маленькие сами составлять, и мы с вами потихонечку вольемся и в грамматику, и будем учиться произносить слова. Как я уже сказала, программу мы выбрали очень
комфортная для вас. Написал эту программу Литвинов. Я вот на этих занятиях тоже про него говорила. Это у нас ученый, который сам выучил татарский язык, будучи преподавателем английского языка, и написал учебник. К сожалению, вот уже прошло, сейчас скажу, этот учебник был издан в 1998 году. С тех пор, вот мы сколько разговариваем и с учеными встречаемся, пока вот в данный момент это для нас, для начинающих, это самый такой комфортный и удобный учебник и комфортная программа. Если мы с вами окунемся в историю татарского алфавита, татарской письменности, наверное, мы с вами давайте вспомним, что татарский язык в Республике Татарстан, он считается на сегодняшний день. Я перебью. Скажите, пожалуйста, а слышно хорошо, потому что мы связь не проверили. Отпишитесь, пожалуйста, в чат, как нас слышно. И вы можете, кстати, по ходу занятия задавать вопросы в чат. Я за ними параллельно слежу, пока Раушания ведет, я отслеживаю чат. Вот, татарский язык наряду с русским является государственным языком. Но вы все знаете, что до 2017 года в наших школах и в детских садах татарский язык был обязательным. И с прошлого года наше государство приняло постановление, решили, что татарский язык будут изучать по выбору, по желанию. Но я хочу сказать, что вот в нашей школе обучается 1600 учеников, и 90% из них выбрали татарский язык. И сейчас вот я с Диной тоже сегодня, вот мы с недавно не виделись, вот рассказала, что наше правительство решило открыть полингвальную школу. Это вот будет на основе нашей школы, 165-й школы, где дети углубленно будут изучать наряду с русским, с английским и татарский язык. То есть нашу школу будут уже набирать именно тех учеников, которые хотят изучать татарский язык. Вот, это я вот, может быть, я как-то вот не связано это рассказываю, но это вот мой жизненный такой вот опыт на сегодняшний день, да. Татары являются самым, наверное, после русских многочисленным народом у нас не только в Республике Татарстан, да, но и в Российской Федерации. Сейчас вот на сегодняшний день очень много стали обращать и внимание на обучение татарского языка и наше правительство, и в институтах. Вот, например, в Казанской консерватории вот ведется преподавание татарского языка в юридических институтах. И то есть мы вот благодаря вот Дине, что она такая у нас прямо активистка, патриот, ватанпервер, если переведем татарский язык, да, она вот очень молодец, уже вот в течение, по-моему, 3 месяцев она, не поднимая головы, над этим вопросом работает. И я думаю, что мы с вами должны ее тоже поддержать и поддержать друг друга. И таким образом мы, наверное, немножко вот начнем уже нашей темы, да. И в татарском языке сейчас мы уже на слайды, наверное, перейдем, да. Я просто не хочу сегодня много истории, много лишнего говорить. Да, хорошо, сейчас минуточку. Конкретику, да. Вот. И в татарском алфавите всего у нас 39 букв. И в 1939 году была принята кириллица, и вот с этих лет уже мы вот работаем с этим алфавитом, с таким алфавитом. Самые специфические звуки, татарские звуки, их у нас 6. С этими буквами связано тоже вот очень много очень красивых, таких добрых слов. Вот, например, это эти, они, жилек, жей. Следующая буква, звук, это на. Следующий это Следующее мягкое гласное и следующее согласное это х.
Но мы изучение этих букв пока не берем. Как я уже сказала, мы начинаем с вами изучение татарского языка с привычных наших букв. Это твердые гласные. Твердые гласные, это у нас будет первое «у». Вот сейчас, забегая вперед, скажу, что каждая гласная в татарском языке у нас или твердая, и она имеет мягкий вариант. И сегодня мы с вами начинаем изучение звука буквы «у», да? Перейдем «у». И эта буква у нас произносится так же, как и в русском языке. Я сейчас буду говорить слова, а вы будете их повторять, да? Хорошо? Хорошо, да? Ул – он, она, оно. Сул – левый, левая, левая. Зур – большой, большая, большое. Бу – это, этот, это, эти. Ун – 10, сум – рубль. Давайте еще раз повторим. У, ул, сул, зур, бу, ун, сум. И давайте мы с вами сразу вспомним или напомним, да, кто не помнит, кто забыл. В татарском языке у нас нет мужского, женского, среднего рода. Да, как мы говорим, у нас... Прилагательных, да. Да, в прилагательных. Вот если мы хотим сказать, она девочка, мы скажем улкас, он мальчик, то же самое будет ул, малай. Например, сул, если мы скажем левая, там левая, например, рука, сул кул, левый глаз, сул кусь. И эти слова, они остаются вот в первоначальном виде. Еще раз повторим. Ул, сул, зур, бу, ун, сум. Получается? Когда задается вопрос, вы, пожалуйста, сразу реагируйте в чате, потому что у нас еще есть и разрыв по времени. Нам важно знать, как у вас получается, не получается, можем ли мы двигаться дальше. Угу. Пошли дальше? Да, двигаемся. Двигаемся. У Вадиля получается, двигаемся дальше. Алга Барабас. У Вадима? Вадиль. Вадиль. А мне так интересно, кто откуда. Да, кстати, Да, кто откуда? Я давайте. знаю, что огромная просто в этот раз делегация, если можно сказать, из Казахстана. Есть ребята с Узбекистана. Казахстан, причем добавился Алга. прям как-то все одновременно. Да? Да. Это все новые у нас, да? И Да, вот почти уже все. Алга, Алмата. Привет, Алмата, Петропавловск. Это вот Казахстан как Алмата. раз. Я даже не знала, кстати, где Петропавловск до этого момента. Анапа. Привет, Анапа, Омск, Москва, Казахстан, Тюмень. Казан, Табиб, Уфа, Москва. Тем более, как здорово, что живя вот в Казани, да, это вот здорово. Ух ты, Чехия. Чехия, Ой, а правда, что у вас в Чехии, по-моему, в Чехии для молодежи бесплатное образование? Серьезно? Вот я слышала такое. Магнитогорск, Ура, Астана, Уфа, Кыргызстан. Это где Костерево? Костерево, наверное. Костерево? Индира я. Индира я. Это опять Владимир. Индира. Чего-то маловато, Петропавловских. Давайте, Вадиль. Имя какое красивое. Ага. Мехмотор. Если знаешь чешский, то бесплатное. Бесплатно была Буш. Буш. Вот не зря называли ножки Буша, да? Буш – это Буш. Азербайджан. Да. Ой, как хорошо. Дальше двигаемся. Да. Мы самые главные слова выучили, да? 10 рублей. Ун, сом, да? Вот. Зур, ул. А здесь вот мы забыли, ул, допишите, пожалуйста, сын еще, да? Да, точно. Сын. Добавьте, пожалуйста, где перевод он, она, оно и сын. Кстати, кто не подписался еще на Инстаграм, обязательно подпишитесь, потому что я иллюстрированные выкладываю слайды со словами, чтобы визуально проще запоминалось все это дело. Патимейкер, Казахстан. Здорово.
Вы общаетесь, я буду говорить дальше, да? Вот еще раз напоминаю, что в татарском языке нет мужского, женского, среднего рода. Поэтому дальше мы, наверное, вот просто будем, если прилагательные, будем в одном, в мужском или в женском роде только давать одну форму, да? Дальше. Идем? Вот с этими новыми словами мы с вами давайте составим. Давайте мы с вами, знаете, как будем делать? Я вам усложню задачу. Я вам буду говорить по-русски, а вы будете находить перевод этих предложений. Хорошо? Договоримся? Дочка. Диляра, сын как? Ой. Ага. Переходим, да? Он большой. Он большой. Пишите в чат ответ. Вот у меня тоже вот ходят русских, которые хотят учить. Так здорово. Светлана, это моя знакомая, кстати. Он большой. Нашли? Он большой. Вот написали, да? Пишут, ага. Перевод. Самые простые слова, да, с простыми словами, с новыми словами, простые слова, простые предложения, да. Щось – это слово, земля – это предложение. Нашли? Улзур, да, все отвечают отлично. Улзур. Это гора. Это гора. Пошли ответы. Да, здорово, молодцы. Биг Якша. Якша – это хорошо. Кстати, я могу сказать, что в мои 55 лет я начала тоже изучать английский язык. Этого требует жизнь. Супер. Еще мало знаю чего, конечно. Это лошадь. Тут есть эта лошадь? А, это большая-большая лошадь. Это большая-большая лошадь. Угу. Мне так интересно, как они все это вот пишут. Я даже вот не могу представить, как там это все на телефонах или на компьютерах это все делается. Ответы. Мне кажется, в большинстве случаев все-таки с компьютера. По-моему, мы даже статистику потом сможем посмотреть. Зур-зур. Да, здорово. Руслан молодец. Зарема молодец. Пикехша. Афарин. Так, это 10 рублей. Это 10 рублей. О, кто-то через телефон сидит, отвечает. Ем азербайджанский. Ой, какой, наверное, вкусный азербайджанский гранат. Ноутбуктан я зам с телефона. Доктор М. Это, случайно, не стоматолог, которого я знаю? Да. Бу унсом, хорошо. Все, по-моему, перевели, да? Это огонь. Это огонь. Это огонь, наши дети. Здорово. Вот в этом случае всегда, да, бу впереди. Бу ут, бу унсум. Ну, как и в татарском языке. Ой, в русском языке. Мы дальше с этими словами будем составлять диалоги, тексты. Дальше киттыкма. Аллах. Карибис хазир безнин а харифе. Мы же обещали, что мы только пока еще будем изучать татарские, русские, которые есть и в русском, и в татарском языке. Ауазы. Давайте вместе все повторим. В татарском языке в первом слоге читается с несколько вытянутым, как будто вот оттенок О присутствует при этом. Давайте повторим. Вот, например, такие слова. Вот татары, они как говорят? Вот, инде, меня инде, вот, да? И вы не должны путать с буквой О, да? Как-то вот так вот.
Дина, слышишь вот этот призвук «о»? Да. Вот немного, когда татары, вот, особенно вот Силе Шеллер, да, вот Разговаривают, разговаривают, да? Шеллер. А? Общаются, Силе Шеллер разговаривают когда. Прям чувствуется, да? Но оно, мне кажется, даже красивее звучит вот это с этим оттенком «от». Это, ну, бывает... то есть все равно есть акценты у татар. То есть так же, как и у русских есть свои акценты. Допустим, москвичи акают. Меня, когда я в Москву переезжала, очень тоже долго дразнили. Знаешь, чем? Мы после каждого слова вставляем «уж». Айда уж. Айда, как татарлар же тоже. Айда, у нас переехало там, по обучению 2 человека, и нас просто, там, со всей России было обучающий семинар, и нас просто вот весь этот семинар дразнил вот этими «да уж, айда уж, пошли уж». Вот Дина пишет, там мы не написали огонь, свет, да? Вернусь я назад. Я не успела же проверить. Я пропустила, добавлю. Да? Угу. А ты вообще тут мы не брали? Ага. Да, все верно. Это огонь, свет. Мы вообще тут его не давали перевод. Мы просто взяли и спросили. Видишь как? Повторим давайте слова. Ал, если мы что-то там упустили, просто сегодня так получилось, а будущем будем... Вы тоже нам подсказываете, если мы что-то еще забыли. Дамир, молодец, рахмат сизге. Ал, возьми. Еще ал – это розовый. Запишите, пожалуйста. Ал – это глагол сказуемое «возьми», и ал – это розовый. И в татарском языке, вот наперед, да, уйду, скажу, опережая события, время. Ал, глагол, всегда пишется, в основном пишется в конце, последнее слово. Последним словом является предложение. Ал, возьми, ат, лошадь, бар, иди, езжай, есть. Все верно. Тау, гора, баш, голова, матур, красивый. Матур, красивый. Еще май можно сказать сало, жир, сало. Да? Вот. Давайте еще раз повторим эти слова. Ал, возьми розовый, ат, лошадь, бар, иди, езжай, есть. Вот, например, говорят ат, бар, лошадь есть, да? Тау, гора, баш, голова, матур, красивый. Молодцы. Дальше. Все повторили? Пока мы изучаем твердые гласные звуки. Они называются калын, сузык, авазлар. Выключим? Я могу вот так сделать, чтобы Да. Еще классно. Сейчас не смотрят. Хорошо. Имеет ли баш еще какой-то перевод? Да, глава, главный. Башкаши говорят. Ой, мне аж в глазах сейчас рябит. Не рябит в глазах от лампочки. Да, баш, голова. Ну вот обычно в деревнях уж говорят, о, баш Келейкин, баш, самый главный приезжает, типа того. Если Келеси болса глава администрации, глава, баш. Район Башлова-Киля. Вот с этими словами мы опять составили вам предложение, да? Улматур, повторяйте, Улматур, Бу-Тау, Бу-Ат, Бу-Зур-Матур, Ат, Азат-Бар, Азат-Ун-Сум-Ал, Ун-Зур-Ат-Ал. Предложения такие, может быть, немножечко такие странноватые, да, но они составлены зато уже только из тех слов, которые мы изучаем. Вся методика вот Литвинова, она вот такой системы, такой методики придерживается. Да, то есть получили какое-то базовое знание, тут же его применили. И надо больше говорить. Больше говорить, вот эти слова прямо учить, и вы должны уже, не задумываясь, их уметь переводить. Только тогда мы с вами сможем знать и учить говорить хорошо на языке. Дальше идем, да? А мы не будем так же, как в прошлый раз делать? Давай сделаем. Азат, иди. Азат, иди, переведем. Доктор Баштабиб. Нам сказали, что у нас приятный тембр голоса. Да.
Спасибо. Зурахмет Синамоль. Мунира? Правильно как? Или Мунира? Мира. Он от. Азадбар, как, да, Азадбар, все верно. Азад переводится еще свобода имя, да, люблю я это имя, Азад. А вот есть даже дети, которые вот живут, да, вот спрашиваешь, например, 12-13 лет, спрашиваешь, что твое имя обозначает, они даже не знают. Вот, Азад – это свобода. Азатлык. Хорошо, молодцы. Баргабар. Что такое баргабар? Переводим. 10 больших лошадей возьми. Сейчас мы, наверное, перейдем здесь. Множественное число как образуется, да? 10 больших лошадей возьми. Угу. Все верно. Дальше переведем. Он красивый. Он красивый. Все верно. Он красивый, да. А не я. Первый у нас. Спрашивают, почему 10? Вот мы сейчас об этом скажем. Я вот сказала, что множественное число мы с вами сейчас пройдем. Вы очень внимательные, молодцы. Вот нет, не ал-ун атлар. Унзур ат ал будет. Так, это вот Нурания. Мы сейчас с вами это еще раз повторим. Нурания. У вас неправильный перевод. 10 лошадь возьми. 10 лошадь возьми. Да. Переводим 10 лошадей возьми. Сейчас мы вам объясним, почему так. Ун ат. Эштау, например. Дуртау. Нашли? Улматур. Все верно, совершенно верно. Вы молодцы. Это большая красивая лошадь. Я очень хочу, чтобы вы эти слова вот еще сами произносили, говорили, повторяли за нами. Не проверяется там? Там проверяется автоматически прям задание само по себе. Унзур ат ал, молодец. Ун ат ал, унзур ат ал. Бузур матур ат. Да, совершенно верно. Все, по-моему, перевели, да? Бузур ат. Бузур матур ат. Это лошадь. Бу ат. Давайте еще раз вот эти слова переведем. Сейчас мы объясним, Вадим. Давайте еще вот прям с татарским акцентом предложение читаем. Улматур. Прямо улматур. Бутау. Буат. Бузур. Матур ат. Азат. Бар. Азат. Ун сум ал. Унзур ат ал. Ал. Видите, ал в конце. Возьми. По-русски же мы как говорим? Азат возьми 10 рублей, а по-татарски мы говорим Азат ун сум ал. Сейчас мы с вами поймем. Кстати, я сбилась, так не договорила. Ты же про букву оттенок О меня спрашивала. Да. А есть татары, которые произносят просто, ну, как как русское, то есть, видимо, как что-то типа диалекта. И звучит плоско достаточно речь. То есть вот когда вот это куполообразное, вот это вот какое-то в горле состояние, когда ты произносишь букву ну как-то приятнее звучит, мне кажется. Родная она буква это, да? Все равно. Да. Совершенно верно. Киттек малга. Рахмет Дина, Синбик Матур сөздер айттым. Спасибо. Киттек? Ладно. Татарша да яхшы бел, русша да яхшы бел. Икisi de bizim için en кереклі матур тіл. Вот мы уже с вами
произносили слова, да, ударение в татарском языке прям вот, можно сказать, в основном падает на последний слог. Вот, например, матур, кызыл. В заимствованных словах ударение сохраняется, как и в первоначальном варианте. Но мы как-то так вот в русском языке же очень много зависит от ударения, да, как пишется слово, как произносится, как проверить. Вот, если безударный гласный, нужно придумать правила, найти правила, то есть слово, подобрать слово, чтобы эта гласная была под ударением. А в татарском языке так невозможно проверить. И поэтому ударение, оно не выражено, почти не слышно. Когда татары вот быстро-быстро разговаривают, их прямо эти... И не слышно, но всегда ударение падает у нас на последний слог. Например, если мы возьмем тау, да, последнее слово, ударение падает на у. Если мы образуем множественное число, к нему добавим окончание лар, то уже ударение будет у нас, то есть ударение уже перейдет на последнюю гласную. Таулар будет. Таулар. Вот это понятно, да? Но у нас всегда будут какие-то исключения, какие-то будут слова, которые не будут подходить к этому правилу. Это у нас вопросительные частицы, там еще у нас вот будет маме, вопросы, слова вопросы, да, там тоже будет ударение падать не на последний слог. Здесь вот мы говорим вот всегда... Вот, видите, я говорю, вот, всегда будут у нас какие-то исключения из правил. Без исключений же невозможно жить, поэтому всегда вот есть какие-то правила. Дальше мы смотрим. А – это у нас во втором и последующих слогах. Мы это уже букву А читаем как в русском варианте. Давайте мы с вами вспомним, познакомимся, посмотрим на новые слова. Алар. Алар, они. Вот это так интересно, было же ул в единственном числе он, она, а во множественном числе ул изменился, полностью изменилось это слово, корень. Это получилось у нас алар. Ул в единственном числе, третье лицо, алар – это третье лицо, множественное число. Анда, там, апа, тетя, сестра. Урам, улица, шулай, так. Бала, ребенок, малай, мальчик, алма, яблоко, урман, лес. Давайте еще раз повторим. Алар, анда, апа, урам, шулай, бала, малай, алма, урман. Урман. Вот из Алматы же есть? Есть, точно. Регистрировалось в Алматы вообще много человек. Да, вот Алмата – это у нас отец яблок, да? Точно. Да, вот здесь вот Алмата – отец яблок. Еще вот Алма-Ата, также да, город называется, да? Если еще вот, например, перевести Ата, то это цветет. Это цветы цветут, чащак Ата говорят. Это значит, наверное, если вот так вот дословно перевести отец яблок, и яблоко созревает, цветет. Я не знаю, я вот ездил 7 лет тому назад или 6, там уже не было такого, что прямо в Алмате яблони росли, чтобы яблоки. А ты, может, не весной ездила? Я летом ездила. Там же весной цветение все вот это вот. Но я не видела там яблони вообще, по-моему, уже вырубили, наверное. Не знаю, может, я ошибаюсь. Ну, дословно яблони, если переводить, будет алма, овощи, по-моему, да ведь? Яблони цветет. То есть, получается, даже как яблоко зреет. Да. Город называется на самом деле Алматы. Да, Алматы. Нету печально, мне тоже, да. Теперь Алматы говорят. А раньше говорили Алмата? Да, Алма-Ата говорили раньше. Какие нам яблоки, я вот помню детство, у нас там родственники жили, да. Какие яблоки они нам привозили или
посылкой отправляли, и мы вот прям до Нового года эти яблоки могли есть. Обалдеть. Так Представляешь? долго? Да, они вот в каких-то в этих, не в упаковках, каких-то вот, даже не солома, в каких-то вот этих, в сени, что ли, их отправляли, может быть, я уже не помню, таких ящиках. Ой, я тут не знаю, я уже в жизни, наверное, такие вкусные яблоки больше, наверное, и не ела. Вот эти алматинские яблоки, они такие розовые, вот алмалар, они были такие вот розовые, красивые. Киттек. Вот, куплексан, множественное число, как образуется, для Да, там придания много было, существительного. кстати, очень много задавали в чате вопросов по поводу множественного числа. Как раз вот все, кто спрашивал. Сейчас, дальше мы дойдем, да, всему свое время. Да, хорошо. Вот существительное образуется при помощи окончаний лар, лер, нар, нер. Нар, нер – это только для существительных, которые оканчиваются на носовые согласные. Соответственно, ударение падает на последний слог, на окончание множественного числа. И здесь вот я хочу, чтобы вы поняли, когда мы образуем множественное число, когда мы изменяем по падежам, когда мы образуем глаголы в настоящем, будущем и в прошедшем времени, у нас в основном всегда будет 4 варианта, потому что наше вот правописание зависит от того, из каких гласных состоят слова, из твердых или мягких. И второе правило – это на что оканчивается слово. Слово может оканчиваться на согласную глухую или звонкую, или гласную. Поэтому у нас в основном 4 варианта окончаний. Давайте мы сейчас с вами повторим. Ут, утлар, су, сулар, ат, атлар, май, майлар, тау, таулар, баш, башлар. Ут, утлар, су, сулар. Обратите внимание на ударение. Ат, атлар, май, майлар, тау, таулар. Носовые согласные – это М, Н, Н. Это в следующем слайде, я здесь пока это... Да. Вот здесь вот спрашивает. Ага. Согласные это какие? Все, дальше идем, да? Так, нам нужно тест. Да, сейчас я брошу ссылку в чат. Вы по ней проходите, попадаете на простой тест. Там нужно перевести. Ага. Мы просто до этого делали это все в чате, чтобы... Так, либо, если она не кликается, вставляете ее в строку браузера. На это мы берем, сколько, 3 минуты, наверное, да? Мне кажется, больше не надо. Там, в принципе, все достаточно просто. Сейчас я таймер включу. Таймер. Старт. Вот я так сделала решение, посмотри-ка. Буматуратлар, да? Да, то есть вводится ответ. Это нужно написать перевод, да? Да, если вводится ответ неверный. Но там, конечно, может быть такой момент. Здесь нужно обязательно вводить с большой буквы, потому что здесь прям символ в символ проверяется. Но в любом случае, если что-то не совпадает, вылезает правильный ответ, и если он, в принципе, совпадает с вашим, то есть там, пробел пропустили, ничего страшного. Без знаков препинания. Вот, например, я так сделаю сейчас. Натур. Он с ошибкой пишу. Нет, он в конце, видимо, будет сейчас. А зачем я 3 минуты? Тут это, оказывается, маленький тест. Мне кажется, за 1 минуту уже сделали все. Сейчас, чат. Я сейчас проверю сама просто. Так. Я у вас пишет. У меня вот подкорректировать надо, получается, этот. Какая ты молодец, Дина. Чуть-чуть разбираюсь сейчас. Справились? Справились? Ссылку я прям выше поставила. Сейчас я еще раз ее продублирую. Минуточку. Кто-то случайно попал в наш прямой эфир, но вместе с нами решает задание. Здорово. Хайда, ссылка, молодец. Пока не пишите, чтобы ссылка вверх не улетала.
Если пишет неправильно, посмотри там, я поняла, первое задание я не исправила, остальные, по-моему, я их исправляла. Я писала вместо yellow hash, там выходит правильный ответ. Если просто я вводила правильный ответ с большой буквы, а ты ввел с маленькой, то он тоже посчитает это как неправильный ответ. Ну, давайте тогда, раз уж такая ситуация, можете сюда внести, написать пока правильные ответы. Я еще завтра полазу, посмотрю, что там с тестами. После трансляции тесты мы тоже будем добавлять в домашних заданиях. Не с первого урока, но будем. Дамир, просто знаешь, какая ситуация? Мы в первом потоке писали ответы, разбирали их прямо здесь сейчас в чате. Телефона ссылки нет. А кто-то, значит, на телефоне. Пишите, пишите либо... Нет, давайте не в WhatsApp, пишите прямо сюда. Надо будет подкорректировать эти тесты. Но какие-то трудности, они настолько укрепляют, да? Ну да. Ну, здесь вот ответы не можем написать им? Я могу их вслух сказать. Так, тут надо, что было сделать? А надо посмотреть, они все сделали? Это вот не видно же сейчас. А как я могу, чтобы увидели дети? Нет его? Здесь нет. Тут, смотрите, получается смысл. Допустим, предложение «бу матур атлар». Вам нужно перевести в единственное число. Будет получится «бу матур ат». Я просто сама только что сделала этот тест, у меня он правильно засчитал все. «Бу зур таулар». Это большие горы. В единственном числе, соответственно, будет «бу зур тау». «Бу матур утлар». В единственном числе будет это «бу матур ут». Угу. Вот меня же, кстати, правильно посчитала? Да, вот ну у тебя здесь вот что такое-то тут написал? Я специально сделала ошибку, чтобы он проверить, как будто да, у Дины правильно. Тут, ну, видишь, наверное, с телефона, может, не очень удобно. А мы не можем сейчас показать, да? Да, они сделали, мне кажется. Телефонная ссылка, я там пишут. Но не отвечают он Бузуртау. Вот это вот ответь, пожалуйста, почему ты не делаете рассылку после трансляции? Какую ты имеешь в виду рассылку? С тестом? Ссылка была в чате, из-за того, что чат активно движется, он опять куда-то уехал. Сейчас я тебе еще раз брошу. Вот сейчас просто все пишут, и поэтому улетает ссылка. Можно в WhatsApp ссылку. WhatsApp. Сейчас попробую, это мне получится. Так, сейчас WhatsApp веб надо открыть. Я тут не могу, ребят, вам помочь ничем. Арсана, я тебе сегодня персонально все скину. Напомни только после трансляции, потому что ты уже все равно проходил этот курс. Я тебе все, какие есть, тесты сброшу. Остальным будем пока выдавать дозированно. А рассылку чего вы хотите после трансляции? Просто имейл, во-первых, не все вводили, а во-вторых, я еще не разобралась с рассылщиками, и вчера, чтобы вас всех оповестить, я каждому лично отправляла сообщение. У меня на это ушло 2 часа. Точно. Беседу. Так, сейчас я WhatsApp веб открою и отправлю вам в этот чат. Я могу другую букву уже? Да, можешь пока, сейчас я им быстро все скину. Да. Следующая наша гласная твердая буква – это буква Повторите, пожалуйста, и запомните, мои хорошие, произношение буквы не имеет ничего общего с ее русским произношением. С ее русским произношением ничего общего не имеет. Представляет собой особый звук, читается между О, А, Например, вот в таком слое. Опыт, 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 опыт.
город, город, город. Опыт, опыт. Мы на него вот прям сильно на этом звуке не акцентируем внимание свое. Мы говорим город, опыт, опыт. И давайте мы с вами сейчас повторим эти слова. Алта 6, утас 30, утр. Вот здесь вот ударение падает на предпоследний слог, на у, потому что в повелительном наклонении ударение падает на предпоследний слог. Утр. Сара, сара, желтый, желтый. Утас, тут у нас еще пропустили, 30, да, утас, сказали. Алтан, золото, золотой. Алтан, золото, золотой. Алта, 6, утас, 30, утр, сара, алтан. Так, должно быть слов. Раз, два, три, четыре, пять. Все верно. Раз, два, три, четыре, пять. Посмотрите, пожалуйста, на слово алтан. Алтан. Вот мы его переводим и золото, и как золотой. Например, если мы хотим сказать «ты золотой человек», мы скажем «син алтан кыше». Если мы хотим сказать «это золотой ребенок», «ул алтан бала». Алтын бала, золотой ребенок. Павел Попов пишет, никогда будто не было ударить на первый слог. Я сначала тоже так думала, на самом деле действительно правильно ставить ударение. Это так разговаривают татары. Утаринде, утаринде. Мы так вот разговариваем, да. Аул и ау. И вот посмотрите, вот, и золотая, например, золотая сумка пусть будет. Алтын сумка. Алтын сумка, да? Это будет тоже вот сумка, сделанная из золота. Золотая сумка. Алтын сумка. Золотой телефон. Запомнили эти слова? Сейчас, что там у нас, Дима? Вот это наши числа, да? Сейчас можно я им дам слова, а они будут за мной повторять и переводить его сразу на русский язык. Все. Да? Ладно. Только в слайде нет этих слов. Давайте мы сейчас будете за мной повторять, и, пожалуйста, вы будете их переводить. Хорошо? Алтын. Алтын. Молодцы. Алар. Алар. Шулай. Шулай. Зур. Зур. Ал. Бу. Бу. Урман. Урман. Алты. Алты. 6. Ат. Ат. Тау. Тау. Ун. Ун. Бала. Бала. Ут. Ут. Бар. Бар. Утас. Утас. Су. Су. Баш. Баш. Анда. Анда. Урам. Урам. Сум. Сум. Утр. Утр. Сул. Сул. Май. Май. Ул. Ул. Сара. Сара. Получилось? Успели? Угу. Молодцы. Кстати, а ведь я сначала сказала, что я долго отправляю сообщения. Действительно можно, а там же не по отдельности письма надо отправлять в мейле. Кто там предлагал? Хорошая идея. Сегодня просто надо подбить те, хотя бы имейлы тех, кто отправлял, и рассылку. Ага. Рассылку сделаю. Хорошая идея. Все, дальше идем. Угу. Хотел дать еще какие-нибудь предложения. А там сейчас есть под буквой «и», по-моему, дальше. А давайте я сейчас вам буду... Там идет у нас множественное число. А давайте... Там еще Нет. Я сейчас вам буду... Вот так вот будет эффективно, очень хорошо, если поработаете. Вообще вы молодцы будете, да?
Я буду говорить вам слова, а вы будете их переводить уже на татарский язык. И, пожалуйста, произносите их. Хорошо? Жалко, что я их не могу услышать, да? Всех. Всех 37. Поехали. Киттык-ма. Все, киттык. Он. Рубль. Улица. Ребенок. Возьми. Так. Золото. Иди. Голова. Огонь. Лес. Большой. Сын. Масло. 6. Гора. Они. Это. Лошадь. 10. Вода. Там. 30. Садись. Туда. Желтый. Левый. Ответы поступают, они правильные. Да. Молодцы. Так, я быстренько сейчас тогда скопирую. Потому что надо всего открыть, очень медленно все загружается. Киттык-ма? Все получилось у вас? Молодцы. Вот прям целую контрольную работу сделали сегодня, да? Все, дальше? Да. Эфир будет доступен сутки. В течение суток все смогут его посмотреть. Рассылку вон мне подсказали, кстати, да. Да, я молодцы. что-то представила, как я опять по одному письму рассылаю, потом до меня дошло, что там строго неограниченное количество адресов можно находить. Алгата киттык. Ага. Вот, множественное число. Это опять, что ли? Подожди. Нет, вот это мисал, это вот другой слайд. Алтыннар. А Вот задавали. Тест был там, да? Нет, дальше что? Да. Вот нам задавали, какие являются у нас носовыми согласными, да? Это носовые согласные н. Вот согласная н, она имеет только строчную букву, заглавной ее нет. Вот, и пример мы здесь вам написали, да, алтын, повторяйте, пожалуйста, за мной, алтын, так как заканчивается слово на носовую согласную и состоит из твердых гласных слова, алтыннар, будет алтыннар, урам, урамнар, урман, урманнар, урам, урамнар, урман, урманнар. Запомнили? Молодцы. Дальше тест. Диночка, тут тест. Сейчас отправляю. Ссылку отправляю в WhatsApp. Так, заходите сейчас в чате WhatsApp, ссылка на тест. Красивые огни, очень хорошее задание здесь. А это твои задания, да. Просто их перебила по-другому. Большие горы, красивые лошади, это большая гора. Они не видят у тебя? Нет, это у всех индивидуально. Я сейчас быстренько тоже пройду, чтобы проверить, правильно определяют или нет. А ты можешь потом в чат отправить, чтобы они проверили? Да, могу. Да, лучше может быть так, чтобы они каждый проверили.
Молодец, Дина. Сама скоро уже Алаберса, вот за это время смотрю, как ты хорошо выучила действительно язык, без ошибок пишешь, говоришь. Такая ты умница. Спасибо, Рошин, я все благодаря тебе. Благодаря твоему желанию. Ну да, желание, конечно, есть, Желание оно нужно. изначально было. Мне тоже вот желание выучить английский язык. Дин, ты английский знаешь, да? Знаю, раньше, кстати, хорошо знала, но, опять же, без практики, мне кажется, сейчас... Да, без практики он дошел. Поэтому я сразу вот хочу сказать, вот, если вот по этой методике хорошей моей вы вот будете продолжать, будете вот заниматься, да, у вас появится словарный запас, вы потом сможете уже не боясь, не волнуясь, можете начать говорить. Но это очень кропотливый, очень такой емкий труд, ну, как любая работа, да. Поэтому, если вам не удается заучить слова за один присест, это вряд ли, конечно. Поэтому нужно, чтобы вы это вот записали, или вот я, например, английский словарь сейчас записала, завела словарь, туда записываю и повторяю, и учу. Вам тоже нужно будет учить с карточки или как вот аудирование вы сделаете, не знаю, как для себя, чтобы вы хотя бы в день 15 минут времени уделяли татарскому языку. И с этими словами разные-разные предложения, чтобы составляли. Это вот столько много слов, вот мы сегодня с вами прошли с ними, уже можно составить целые тексты. Даже вот могу вам зачитать текст один. Какой текст зачитать вам? Азат Уламбар, утр, Шулай, утр. Азат говорит, ярый апа, анда зур ат ал. Ярый улам, ярый это ладно. Все проверяем, да? Да, мне тут пишут, что-то ругается, что слишком много сообщений отправлено. Лиля, скажи, пожалуйста, что где тебе написали, что много предложений отправлено? Так, все, да, дальше идем. Проверили, да? Отправила? Да, если ответ записан, и если не вылезло сообщение Ялхэш, значит, ответ принят, и все верно Вы выполнено. молодцы. Надо, кстати, будет заменить ответ записан на Ответ оценку Кабул можно? Тильде там или Кабул Тильде, да? что-нибудь, или Принят. ДРС. Дерес. Яхша. Надо будет мне завтра покопаться там. Молодец. И вот мы с вами сегодня, мы очень много слов, еще раз вот скажу, да, мои вам пожелания, еще раз вот хочу сказать, вот эти слова нужно будет вам выучить с ударением, да, чтобы ударение правильно вы могли поставить. И из этих слов, ну, не со всеми словами, не из всех слов, преобразовать форму множественного числа. Вот если... Например, мы с вами начнем. Атлар, майлар, таулар, башлар, матурлар, апалар, урамнар, балалар, малайлар, алмалар, урманнар, алтыннар. Вот, запомнить правила образования множественного числа, а также правила ударения и составить 10 предложений с выученными словами. Вот эти слова выучить. Для того, чтобы выучить еще раз, или вот их распечатать, чтобы они у вас перед глазами лежали, или как-то аудированию, или записать уже их от руки, записать в блокнот, и будет время свободное, прям 15 минут, 20 минут, пожалуйста, вот говорению уделяйте внимание. Говорите, говорите, говорите. Потому что только практика, только говорение может вас привести к результату. И обязательно нужно учить слова. Мы вот так вот с вами будем заниматься. Вот темы, они, мне кажется, для вас интересные, для вас такие новые темы, и у вас все это получится. Поэтому я... Арсана пишет, Ялхаш неправильно. Да, это новое слово. За урок выучила. Молодцы. Очень много было хороших таких вот пожеланий нам, да, ваших приятных слов. Нам очень приятно. Мы же тоже учимся, хотя я человек уже с опытом, но это для меня это первый
когда вот так вот сидишь перед ноутбуком, как бы это мне, ну, может быть, дискомфорт где-то, я, наверное, тоже волнуюсь. Я потому что привыкла к живому общению. Ладно, вот Дина есть, меня тут поддерживает. Вот, поэтому я, наверное, скажу вам сау болыңыз. Да. Уңышлар сезге. Остальные части уже Дина расскажет, да? Да, у нас, Уңышлар кстати, сезге. у нас, кстати, получилось значительно быстрее провести урок, чем в прошлый раз. В прошлый раз мы Да, плюс-минус на 1,5 часа, сегодня мы уложились компактно в час. мы так и будем. Час, это очень даже, вот мы на английский когда ходим, директор, он прямо у нас, Айдар Айдарович, раз, вот сказал, да, вот прям час. Вовремя начали, вовремя закончили. Так. Ну, я все, прощаюсь, сау болыңыз. Да, а у меня для вас просто организационные новости. Пожалуйста, подпишитесь на все наши соцсети, потому что у меня в этот раз случилась такая оказия, меня заблокировали ВКонтакте администрацией, и месяц я не могла добиться, чтобы группу разблокировали. Все ребята, которые собирались изучать язык, все находились в группе ВКонтакте, и те наметки, которые я уже там работу проделала по там оповещению людей, они у меня, ну, как бы никуда эта работа вся прошла, поэтому если вдруг, не дай бог, какую-то сеть заблокируют, чтобы вы все находились у меня по разным источникам. Есть сайт, недавно вот закончила его писать. Так, что значит, Арсана, что значит и еще домашняя работа? Да, все верно. Мисал пример, да, все верно. Дальше, значит, подпишитесь на все соцсети, подпишитесь на канал YouTube, чтобы не пропустить ничего. Те адреса, которые были мне отправлены в регистрационных формах электронные, я на них буду делать дополнительные рассылки. Кстати, в Instagram я выставляю специально слайды с простейшими вот этими словами, которые мы изучаем на уроках, чтобы иллюстрированно вот эти вот слайды, они легче запоминались. Стараюсь красивые картинки для вас подбирать. Еще какие моменты? По организации, ну, всегда начинаем вовремя. Пожалуйста, если вы планируете быть в онлайне, за 5 минут где-то находитесь около компьютера. Те, кто не могут находиться в онлайне, ничего страшного, 24 часа будет доступна трансляция. В прошлый раз я оставляла все трансляции на все время, но все-таки это не очень было эффективно. То есть я планировала, что люди смогут посмотреть, допустим, кто не успел за сутки, посмотрит позже. Но, как правило, те, кто планировали, те смотрят за сутки. Ну, то есть как эффект уходящего поезда. Остальные потом откладывают каждый день на следующий день. Шутки прикольные сторис. Это, кстати, ваши шутки, которые вы пишете в группу в татарской болталке. Вот. Дальше. Ребят, у нас будет продвинутый курс. У нас уже 6 человек на этот продвинутый курс с прошлого потока зарегистрировалось. Но там в силу того, что у меня были какие-то неполадки с оповещениями, у нас с каждым уроком меньше народу было. В этот раз я постараюсь все по максимуму исправить. Пожалуйста, кстати, заводите будильники. Следующий урок у нас будет... Кстати, я с Рошиней не обсудила, когда у нас следующий урок будет. Я вообще планировала во вторник в 19 часов по Москве. Сейчас я у нее уточню и напишу в группу. Как только я пишусь в группу по времени, заведите будильники сразу на... Сейчас я вам оставлю свой контакт. Он, по-моему, практически у всех есть. Запишите, если какие-то вопросы будут возникать, вы можете мне писать прямо в WhatsApp на мой личный номер телефона. У кого нет еще в группе, тоже пишите мне личное сообщение, я вас добавлю. Будет продвинутый курс. Продвинутый курс у нас будет по завершению вот этого курса Тугантель. Он будет стоить 2000 рублей, это чисто символически. Ну да, для тех, кто успеет внести 500 рублей предоплату, пока не закончился Тугантель. То есть если, допустим, у нас через день будут идти занятия, условно это 2 недели, до окончания вот этого курса Тугантель, если вы вносите 500 рублей, вы потом 1,5 довносите. Те, кто захотят проходить после, то есть оплачивать после курса, это будет стоить 2500 рублей. На месяц.
И там уже будет много практики. Здесь мы все равно такие более теоретические знания будем давать, самые простые слова изучать. В продвинутом курсе будет именно практика. Так, что еще пишете? В будни. Так, давайте, знаете, тогда я в прошлый раз так делала. Я скидывала голосование. Я размещу голосование тоже в группе сегодня по времени. 19, 20, 21, все время по Москве. За какой вариант больше проголосуют, в это время проводиться и будет, хорошо? Просто у нас еще очень много людей из-за рубежа, прям очень много, правда. У нас, наверное, процентов 70 в этом потоке. Это Казахстан, Узбекистан, есть еще Германия, Чехия, ну, по несколько человек. А вот прям Казахстан, Узбекистан много. И когда у нас 18 часов, если не ошибаюсь, там в районе 20, да? Онлайн, конечно, лучше, чем офлайн, потому что это живое общение, и мы вам можем прям сразу отвечать в чат. Сколько будет первый курс? 6-7 занятий, в зависимости от того, как мы будем укладываться с планом. Вот, исходя из первого курса, я говорю, у нас первый курс проходил мы по 1,5 часа, действительно, каждое занятие у нас шло. Сейчас мы уже знаем, в каких местах чуть быстрее давать информацию. У нас есть уже вот это вот, для чего нужны эти тесты, чтобы не ждать каждый раз, что все ответят в чат, и это время очень сильно растягивает, а каждый проверяет свой, ну, то есть заполняет тест, сразу же отвечают программа правильно или неправильно, если там будут какие-то даже ошибки, сразу, ну, я исправлю немножечко варианты тестов, сразу будет выдавать вам правильный ответ, чтобы вы сразу могли запомнить. С продвинутого курса, продвинутый курс, это будет все в закрытой группе, это платный курс, в этой группе они смогут его смотреть. Да, кстати, ребят, Тугантель, сколько бы вы раз его не проходили, он для вас бесплатный. То есть, если вы там хотите его пройти повторно, там сколько бы вы раз его не проходили, он всегда оживается. Кто будет проходить продвинутый курс, тоже, допустим, если вы один раз оплатили, со следующим потоком вы можете пойти бесплатно. Мы же татары, да, Мира? Так, есть ли какие-то ко мне вопросы по организационным моментам? Задавайте в чат, пока есть возможность, я на них отвечу. Вообще, вы, конечно, можете мне потом, если что, и лично отправить вопросы. Ну вот я помню, что я какие-то исправляла, какие-то не исправляла. Вот эти первые 2, видимо, я не исправила теста, а остальные уже исправила. Оплата 500 рублей, предоплату вносите до завершения курса, потом довносите до первого занятия продвинутого. Аудиоуроки пока не делаем, еще не знаю, ну, вернее, скорее всего, какая-то нужна программа для записи голоса и нужен микрофон. То есть я сама вообще в первый раз что-то такое организовываю. Первый курс я вообще очень много ошибок сделала, у меня там и очень много людей из чата вышло, потому что очень много было спама в чате, поэтому, кстати, я группу WhatsApp не открываю. Да, но я буду напоминать вообще про оплату, потому что нам обязательно сейчас надо докомплектовать группу по продвинутому курсу и запустить ее. Да, кстати, хочу похвастаться. Мы написали, ну, я написала проект на грант. Почему вообще я это делаю? Потому что изначально я сама очень хотела сильно изучать татарский язык, обратилась, вот, получается, с Рушиньей, потом решили сделать курс. Пока все это делается чисто на добровольных началах, то есть вообще фронт работы просто громаднейший. Я вот
с момента организации первого курса Туган-Т, я еще очень много сейчас изучаю по организации онлайн-курсов. И я практически во все свободное время от основной работы я занимаюсь, ну, то есть там, ни отдыха, ничего, я только занимаюсь этим курсом. И Раушания тоже, по сути, ведет это все на добровольных началах. То есть хотя бы даже, чтобы оплатить педагога, я написала проект, мы будем подаваться на грант и Алла Берса, это будет федеральный проект. Вообще мы знаний будем давать в социальных сетях большое количество, то есть я читаю просто чат параллельно, отвечаю, живое общение. Ну, конечно, живое общение лучше всего, согласна. Я говорю, в социальных сетях мы будем очень много полезного контента выкладывать, который будет позволять обучаться. Причем еще я начала, сейчас запустила мотиваторы, кто-то, может быть, видел. Я просто сама русские мотиваторы обожала рассматривать. Такие, знаете, вдохновляющие. Сейчас аналогичные делают татарские мотиваторы. Там несколько уже я выкладывала, штуки 3, которые поднимают настроение, там, вдохновляют. Вот. Пробовала запустить еще в первом потоке акцию, даже спонсоров нашли, но что-то у нас люди не откликнулись. Если захотите, можно будет устроить в конкурс акцию тоже с призами. Ребята, не ссорьтесь в чате. Мы все большая дружная семья. Кстати, еще хотела дополнить. Нас, получается, татар в общей сложности 5 миллионов. Это, ну, по большому счету, не так много, 5 миллионов. Но татарский язык – это универсальный тюркский язык, который понимает 250 миллионов человек. Представляете, 250 миллионов. Да, сегодня, на сегодня информации достаточно, я считаю. Я вас всех благодарю за то, что вы пришли на вебинар. Очень рада всех вас видеть была. Очень хочется, конечно, чтобы больше народу находилось в онлайне. Вы очень сильно вдохновляете. Когда вы пишете в чат, мы очень сильно радуемся с Раушанией. Когда задаете вопросы, мы тоже очень сильно радуемся на вашу прямую, ну, то есть на то, что вы с нами взаимодействуете. Дамир и Пати Мейкер, пожалуйста, не ссорьтесь. Пять миллионов. Это было бы очень круто. Это было бы очень круто. Ну ладно. Всем большое спасибо. Всем спокойной ночи. Танышыкы, тамле тышляр. Келесі эфирлар қадар.